Мы наблюдаем за отборочным этапом международного фестиваля «Белая трость». Он проходит уже в 15-й раз. Здесь дети от 5 до 17 лет исполняют известные песни. Здесь участников 18. Многие из них занимаются музыкой с детства. Тимирлан Гелизетдинов занимается музыкой уже 9 лет. За это время научился играть на балалайке, татарском курае, флейте, контрабасе и бас-гитаре. Когда мама меня отдала в музыкальную школу, это произошло где-то примерно в 6 лет, она думала, что это будет как увлечение. Но когда обнаружилось, что у меня есть абсолютный слух, то мы начали заниматься уже профессионально. Тимур Фазлиев в музыке с 5 лет. Все началось с подарка на день рождения. Это был синтезатор. На фестивале исполнил авторскую песню. Она тронула зрителей и жюри. Ну, есть некоторые сложности. Надо еще слова правильно подобрать, и чтобы они рифмовались. Замира мечтает стать профессиональным исполнителем и верит, «Белая трость» даст ей такую возможность. Давно очень хотела выступать, еще тогда хотела. Потому что мне это очень нужно, развиваться, выходить в люди и стараться петь, красиво улыбаться, чтобы поняли, что я могу петь, я могу показать себя. Мало кто знает, что в центре Казани, в знаменитом театре «Океат», есть инклюзивный досуговый центр, где дети с нарушением здоровья могут научиться петь, рисовать, а также лепить. Сегодня с воспитанниками этого центра и их работами пришла познакомиться знаменитая Диана Гурцкая. Завтра же собираюсь уже к детям идти, потому что я понимаю, настолько они меня ждут. Пример для этих ребят Диана Гурцкая. Она как никто знает, насколько тернист путь таких людей к признанию таланта. Народная артистка России приятно удивилась, когда ей рассказывали о том, какие возможности созданы для юных артистов в центре «Океат». Татарстан является флагманом, потому что очень многократно я слышала, и сегодня я в этом убедилась, что очень многое происходит именно инклюзивной составляющей. И это здорово и замечательно. Вообще, в целом хочу вам сказать о том, что за последние годы очень многое делается в нашей стране для того, чтобы дети с инвалидностью, люди с инвалидностью могли бы заниматься любимым делом. Победители отборочного этапа фестиваля «Белая трость» примут участие в гала-концерте в Москве 15 октября, в Международный день незрячего человека. Искандер Гималдинов, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.